шаларман, кайгырганды эш айтма. Ассаламу алейкум, құрметлі бізім достар, біз сізді шақырдық, бізім қонағымыз үшін Қырымдан келген бізім Қырым ноғайымыз. Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Мы специально организовали встречу с нашим крымским родственником, товарищем, близким человеком, кандидатом философских наук Айдаром Аметовичем Булатовым. Дело в том, что, как вы знаете, у нас в астраханских нагайцах есть одна общая история и одна общая проблема. Это восстановление собственной идентичности, восстановление собственной истории, восстановление древних традиций языка. С этим же проблемой встречаются наши братья крымские ногаи. Долгое время мы были разобщены на протяжении не то что десятилетия, а, пожалуй, уже нескольких столетий. Вот эти связи, они, к сожалению, были весьма-весьма разрушены в плачевном состоянии. И сейчас, на данный момент, наступило такое время для восстановления этих вековых связей. С этой целью хотелось бы предоставить слово Айдару Аметовичу, чтобы он рассказал о крымских ногаях, о наших братьях, об их проблемах, об их истории. Ну, насколько ему будет это удобно. Уже не первый день мы мучаем нашего дорогого гостя. Надеюсь, на этот раз не будем, как сказать, не будет это столь трудно ему или как-то затруднить. Очень рады вашему приезду. Көп сау болыңыз. Selam aleyküm. Hürmetli dostlarımız, hürmetli tuğanlarımız. Biz pek uzak yaşasak da birbirimizden, biz birbirimizge pek yakınımız. Pek yakınımız. Bizim tarihimiz, bizim duygularımız, bizim bugün problemlerimiz pek yaman birbirine bağlı, birbirine okşar. Я уже перейду на русский язык. Дело в том, что, правильно сказал Рамиль Худжа, мы многие годы были оторваны друг от друга. Мы практически, как это ни прискорбно, не знали о существовании друг друга. Вопрос, что в Астрахани живут ногаи, это было открытие для меня, который начал уже достаточно глубокие исследования ногаеведения именно наших южных ногайских рубежей. Да? Это Астрахань, Крым и возьмем Северный Кавказ. Это очень интересные регионы, где живет практически один народ, объединенный под одним названием ногаи. Если говорить о Крыме, я бы хотел начать с истории о крымских татарах. Кто такие эти крымские татары, о которых особенно в последнее время очень много говорят? Как, впрочем, и о Крыме, да? Судьба Крыма, она сейчас очень актуальна, и она находится, ну, так сказать, на первых полосах, я условно говорю, многих изданий, многих газет. Вообще, беседа даже двух людей начинается вопросом, а как там в Крыму? А там же живут крымские татары, там же живут мусульмане. Понимаете? Ну вот, начиная где-то 2014, 15, 16 годов, после одной из интереснейших конференций, которая прошла в Казани, где я встретился с ногайцами, я вдруг понял, что вопрос-то ногаев нигде не стоит. О ногаях никто не говорит. Как там живут крымские татары? А ногаи как живут? Разделили ли они общие проблемы, которые существуют? Или как-то ногаям легче жить? Или как-то ногаи, может быть, наоборот, оттиснуты на обочину истории? Вот эти мои исследования начались с истории ногаев. Причем не с истории крымских ногаев, потому что о крымских ногаях вы нигде ничего не найдете. Понимаете? Я начал смотреть труды ногаеведов Астрахани,
Северного Кавказа, Карачаево-Черкесии, Махачкалы и так далее. И любую информацию о связях Ногаев с Крымом я собирал в отдельную папочку, которая уже превращалась в такую бесценную вещь, да, вот, которой исследователи, еще древние исследователи писали. И у меня вот такой появился Акл-Сандага, я его называю, сундучок с этими еще неизвестными для меня данными, информацией и так далее. Вернусь к вопросу все-таки о крымских татарах. Крымских татар очень сложная судьба. Сложная судьба, начиная где-то с 17, 18, 19 веков, когда крымские татары, в принципе, долго воевали с окружающими, потом долго воевали с Московией, потом вошли в состав Российской империи и так далее. Ну, и нигде они, в принципе, их ничего не избавляло от тех проблем, которые перед ними стояли. Почему не избавляло? Потому что вхождение в Российскую империю способствовало огромной иммиграции крымских татар из Крыма, в соседнюю Турцию. Это мы говорим иммиграция крымских татар. Но это же была иммиграция практически ногаев. Это ногайские, едиасанские и так далее орды, которые стояли за Перекопом, в том числе даже и на Крымском полуострове. Это они начали грузиться в свои пожитки и стремиться к морю, чтобы на ближайшем пароходе, да, или как-то отправиться за море. Это была трагедия, как говорят, не в общем крымского татарского народа, это была трагедия ногаев, которые оказались вдруг на чужбине. Наступил 41-45 год, в принципе, вы знаете, это период Второй мировой войны, и опять же в это время татаров, опять крымских татар, опять преследовала беда. Несмотря на то, что мужчины крымские татары были на фронте, защищали советскую родину, среди них было 6 героев Советского Союза, из них один дважды герой Амедхан Султан. И были очень много кавалеров орденов Ленина, Красной Звезды и так далее. То есть серьезные воинские награды. В это время их семьи грузили в товарные вагоны. Это 18 мая 1944 года. Грузили в товарные вагоны детей, стариков, женщин и отправляли в неизвестность. В голодные степи Узбекистана, степи Казахстана, на лесозаготовки Урала. Мои родители, например, попали на урановые рудники. Тогда вы знаете, что было противостояние, надо было делать атомный щит Родины, да, когда испытали эту бомбу в Японии. Вот. И вот именно вот этот депортированный, несчастный народ был именно брошен вот на эти передовые рубежи. Никто не считал, что там Родину защищают и так далее. Вот строить атомный щит Родины доверили, а жить на Родине нельзя, не доверяют. Понимаете, в чем был вопрос? Однако татары за эти годы в Средней Азии пустили корни, появились второе поколение, третье поколение. И где-то во времена так называемой или называемой Горбачевской оттепели, Горбачевской перестройки, они только тогда получили возможность неорганизованно, хаотично вернуться на родину. Вот это краткая история крымских татар. Вот я сейчас отсюда выделю ногайский компонент. Когда татары жили в Крыму до депортации, они подразделялись на 3 таких субэтноса. Это ялыбойские татары, крымские татары, которые жили у моря. Это таты, которые жили в горной местности. И ногаи, которые жили в степной зоне Крымского полуострова. Ногаи относились к крымским татарам. А? Эти были, вот эти 3, которые я перечислил, это были субэтносы крымско-татарского народа, одного народа, субэтносы. В принципе, все себя до 1944 года называли крымско-татарами, но разделялись вот на такие открыто, совершенно разделялись на эти от. Они между собой взаимодействовали, ехали за яблоками, грушами в горные районы, те переезжали, меняли это все на муку, на зерно, вот степные районы, шулабмин. Но
девушек друг другу, и девушек не брали только за своих. То есть старались сохранить, старались, понимаете? Вот. Язык был у каждого субэтноса свой. Специфический ногай, который тоже на три говора, будем говорить, на 3 говора делился. У татов был свой язык, близкий к турецкому языку, турецко-азербайджанскому, к агузской группе. Да? Ну, примерно такой язык же был у судакских, вообще южных, совершенно южных татар, которые говорили совершенно специфическим языком. Вот. Они друг друга понимали. Будем так говорить, что понимали, хотя вот сейчас даже я работаю со всеми субэтносами, я их понимаю с трудом. Ну, прислушиваюсь, да? Вот. Но гайцы тогда занимали практическую, как писал Трипалов, да, известный боевик, они занимали территорию, если карту вы представляете в голове, от Феодосии от Керчи или от Феодосии до Черноморского района, вот эту вот нижнюю часть карты Крыма занимали ногаи. И до начала 20 века это место называлось Мангытьера. То есть это место, где обосновались в свое время до монголов, после монголов, влиятельное племя мангытов. И все мангытские топонимы сохранились, если вот так вот будем говорить. Вот так примерно было до депортации. Во время депортации, когда все грузили грузовые или как вагоны, отправляли их вот в эти места, также хаотично их где попало расселяли, да, народ перемешался. Таты, тогда не особо проблема была выжить, потому что во время депортации погибло 42% крымских татар. Это во время самого процесса депортации и первые годы. Малярия, тиф, голод, унижение, величайшая рана, стресс, будем так говорить. Это все способствовало к очень быстрому вот такому вымиранию. 42% специалистов посчитали, это составляет потери крымско-татарского народа. Кроме того, они действительно перемешались. Дождались, очень долго боролись. В то время, когда было дано разрешение другим народам, карачаевцам, балкарам, чеченцам и другим народам вернуться на свои исторические места проживания, крымскому татарам добро на это не дали. Крымские татары до 90-х годов, до 89-91 годов продолжали борьбу за возвращение на родину. Ну, Аллах ашкур, вернулись на родину, и то вернулись не организованно, вернулись все так, как кто мог. Есть семья, продал дом удачно, может быть, удачно купишь дом, а может быть, не купишь. Вспомнили, но попали туда, куда могли попасть. Вы представляете ситуацию, когда 300 тысяч человек практически одновременно поднялись со столов места, переехали и рассыпались в другом совершенно месте. Понимаете? Вот в это время, не буду говорить вам про долгие годы восстановления, да, на новом месте, ни жилья, ничего, естественно, не было, никто нас там не ждал, но эти процессы мы пережили до 2000-х годов, все было нормально, но в 2000-х годах, когда мы уже практически обустроились, все люди в разной мере, мы оглянулись, в каком же мы состоянии. А вот в каком состоянии наша культура, наша религия, наш язык, на каком языке мы вообще говорим-то все? Оказалось, что мы все говорим на русском языке. Понимаете? И вот эти вопросы, которые касаются субэтносов, мы не понимали горных татар, горные не понимали степных, да, так, или с трудом понимали, у нас был свой говор, оказывается, мы это стали терять. Но некогда было заниматься вопросами вот, языка, вот, особенно вопросами субэтносов. Кто такие ногай, уже по большому не стоял, потому что перемешавшись в местах ссылки, мы еще раз перемешались после 90-х годов уже в местах сегодняшнего расселения. Опять дважды мы перемешались. И у нас практически получились татлы ногаи. Это не сладкий ногай, а таты плюс ногай. Вот. И этот вопрос,
вопросы ногайской идентичности стоят. Ведь татары, ногаи, они прекрасно знали, что у них очень богатая история. История Золотой Орды. Это первый опыт серьезной государственности народов, да, которые потом стали тюркскими народами. Все родом отсюда. Да. Все. Потом вопросы Большой Орды ногайской, Малой Орды, Крымского ханства. Были моменты, когда воевали, были моменты, когда вместе шли. В общем, стали вспоминать. Слушайте, у нас же большинство нашей татар, все уже, крымско-татарской кухни, это же ногайская кухня. Национальная одежда ногайская. Наши песни и частушки, самые веселые песни ногайские. Нет веселых песен татарских и так далее. И татарские песни, они такие протяжные и так далее. Ногайские веселее песни. И танцы задорнее, понимаете? Вот. Стал вопрос изучения ногай. А кто мы такие, крымские ногаи? Что мы знаем о себе? Начали исследовать, проводить полевые исследования. Стали встречаться с ногаями. Вы кто? Те уже городские. Вы же ногай. Я подхожу к тем, кто явно антропологический ногай. Глаза, внешний вид, облик, говор. И я же чувствую ментально ногай. Это же родная кровь. Я же чувствую ногай. Вот ногай разговаривают все на одном языке, общем. Ногай с ногаем встретится, обязательно обнимется, обязательно шутки и обязательно переход на свой ногайский язык. И переходит с удовольствием. Ногай видит, он его чувствует. На рынке или на улице, или в троллейбусе ногай видит. Вот. Я подумал так, что этот вопрос не то, что неблагодарный, он очень нужный. Пусть даже для кого-то неблагодарный, он нужный. Но с чего-то надо начинать. Возник вопрос, а какова судьба других ногаев? Я узнал, что в Астрахани живут ногаи. Это не ногайские татары, как везде. Ой, не астраханские татары, а ногаи, которые тоже имеют свои субэтносы, будем так говорить, да? Свои, которые говорят на своем языке. Юртовский, харагашский и так далее. Так. Я подумал, вот чей опыт мне пригодится. Вот где. И вот дослали мне сказали, Айдера, читай Трепалова, читай Кирейтова, читай вот этого. И стали мне, я посмотрел, посмотрите, очень много. У нас, во-первых, общая историческая судьба. Еще начиная с Золотой Орды. После разгрома Золотой Орды, да, у нас столько общего, как мы говорим, практически у нас один язык. Мы говорим, любим, мы говорим ласковые слова, одинаковые друг другу. Понимаете? Вот много общего. Я вот с этого начал, что далеко живем, а много общего. В 2013 году группа ученых России, Украины и, если я не ошибаюсь, Нидерландов провела анализ, генетический анализ ногаев. Ну, всех субэтносов, в том числе ногаев. Взяли, нашли ногаев, живых ногаев в 3 поколениях. Вот мама, семья, мама в 3 поколениях, все живые. Папа в 3 поколениях. Сделали генетический анализ. Да, групп. Я прочитал. Вы знаете, какие результаты? Оно соответствует, вот наша генетическая группа соответствует и близка к астраханцам. И Ногаем Кубани. Понимаете? В принципе, мы родственники. Вопрос, как мы стали родственники, это вопрос наших изучений. Они заходили в Крым. Они вообще имеют крымские корни. Вообще заходили, это одно слово, а есть, которые не заходили, именно сформировались в Крыму. Да? От кипчаков произошли. Кипчакские племена тоже были разные. Кипчаки не монолитные племена были. Союз племен. Также? Да. Это разные племена были, в том числе и ногайские. Они никуда не выходили, они там образовались.
Хаджи Герай, один из первых крымских ханов, Хаджи Герай, переселял с территории Астраханского ханства после конфликта отсюда Нугайларда Кушерден, Хрымгар. Более древняя история, если смотреть Чежире, башкирский, если татарский Чежире, который Раиль Гумерович Кузеев изучал, в принципе, и не он один, там приводятся конкретные данные, то что те племена, которые исторически связаны с Ногайской Ордой, они говорят, откуда предки пришли в Волгу-Урале, 11 век. С Крыма, с Кавказа, с Кубани. Эпос 40 ногайских богатырей имеет известное другое название. Крым-Батырлер, 40 крымских богатырей. В эпосе Шора-Батыр, он происходит из Крыма. Эпос Эдыге имеет свою крымскую версию, я вам показывал, Аминат Хасановна Курмансиитовой. В эпосе, например, в том же Адиль Султан, Толу Крым Копногай. Заполненный Крым, да. Масаллар, сказки, да. Очень похожи. Я читал вот ваши, вот вчера взял книгу, просто полночи прочитал вот эту книгу, которую нам вчера да, прочитал. Я читаю сказки, но вот мои коллеги будут дополнять. Вы знаете, какой нюанс? Во времена Исмаила Гаспринского, чтобы друг друга понимать, мы перешли на один общий литературный язык. Этот язык назывался Орта-Йолах-Тиле. То есть за образец взяли бахчисарайский вариант, как они разговаривали, и всем сказали, вы свои научные, вообще публикации, все эти разговоры, выступления и так далее делайте на этом языке, чтобы было понятно всем. И письменность есть? Нет, письменность практически одна была, она сначала была на арабской графике, потом мы перешли на кириллицу и так далее. Но к чему это привело? Да, нам стала доступна общая крымско-татарская печатная продукция. К сожалению, стали преподавать в школах именно ортайолахский язык. В результате чего ногайский язык стал умирать. Он стал невостребован. Ортайолах, и мы потихоньку перешли, грубо говоря, на татский язык. Он не ортайолахский, по большому счету, а татский язык. Мы перешли на их язык. Понимаете? А когда язык не востребован, он что делает? Он умирает. А если потеряет народ язык, он потеряется как народ. Понимаете? Вот это еще способствовало. И плюс сейчас, уже когда мы стали современные, уже все обосновались на своей родине, очень много сделали за эти 30 лет, будем говорить, очень много сделали, чтобы встать на ноги, подняться, сформироваться, создать свою культуру, печатные издания, телевидение и так далее. Колоссальная работа сделана. Да? И в этот момент, если кто-то будет заниматься отдельно каким-то субэтносом, это считается, что вносишь какой-то раскол. Какие могут быть ногаи? У нас их уже нету. Но они есть. И потерять язык, это потерять самобытный ногайский народ Крыма. Понимаете? Как можно потерять то, что жило веками? Имеет, вот смотрите, огромную историю имеет ногайский. Посмотрите, какие мосты сделаны между ногайскими ордами и Крымом. Крым выделен. Посмотрите, как можно это терять? Потерять легко, но это уйдет без возврата. И я взял на себя ответственность, некоторую смелость начинать работать над вопросами истории крымских ногаев. Сау Мектептерimiz var. Или я урыс мектептерінде біздің милли сыныптарымыз бар, классы. Біздің de ноғай татарлар келе, Крым татар тілі бар бізде. Башлайлар, нищен ты. Баллар говорит, крымско-татарская учительница, никаких дже, прекратите это, вот такие вот. Джоку еще, да. Да. У него Джоку еще диалект такой у нас. Жанкойдың жаман жолында, жылан жалпайып жата. Жалайдың жаман жігітлер, жыртықшылардың жүреді. Крымские ноғай говорят, Жанкой жаман жолында, жылан жалпайып жата. Жылай тұрып. О, біздің ноғайларымыз. Сіз өзіңіз айтыңыз мына, жы қосу. Подождите, аул вот раньше, Найман аул был, Крым был, здесь аул был. Я хотел сказать, да, несколько слов о связи крымских ногаев с ногайцами, астраханцами и карагашами юртовцами. Я уже упомянул, да, что на Хаджи Герае было переселение. Мало того, Вадим Юсович Трипалов, он вообще в своей работе «История Ногайской Орды» упоминает, то, что Ногай этноним был распространен не только в Ногайской Орде, но и в Большой Орде и в Крымском юрте. Это очень важная цитата.
И в самом Крыму, да, не говоря уже о Мансурах, в принципе, вот эти рода, многие переселились по родословию, да, будет это Аргын, Кудалан, Яшлав, там и некоторые прочие, да, они переселились с территории Волги, переселились. Что касается крымских ногайских танк, Осман Акчокраков провел большую работу. Танки, как правило, в большинстве своем совпадают с танками всех остальных ногаев. Энвер Мамут Добруджи провел тоже исследование. Такого прям радикального деления, что вот ногай и крымский татар, его никогда не было до начала 20 века. Более того, крымские татары это просто экзоэтноним, хотя исторически действительно крымские татары себя называли и татарами в официальной переписке. Это в титуле официальном Мухаммед Наме, крымского хана. Он говорит о себе: улук юртнын, весансыз ногайнын, ве тавгачнын, ве тау черкешнын и так далее, да. Улук орданын ханы, то есть перечисляет бесчисленных ногаев, в другой версии этого Мухаммада, бесчисленных татар. То есть это синоним. Ученые объясняют этот момент. То, что татар это был этноним. Для нас, для самих, для астраханских ногаев, будь это юртовские ногаи, или же это будет Харагаш ногай, или Хундрав ногай, у всех у нас в официальных документах был написан татар. Для русской администрации, особо не разбираясь, называли татарами. Это такая неразработка научной терминологии. Например, в словаре Брукдауса и Эфрона, если вы будете читать статью тюрко-татары, вы там увидите азербайджанские татары, то есть азербайджанцы, черневые